Вот способы организации целеполагания. Очень часто как вовлечь у студентов в постановку целей? Самый простой способ — дать перечень из 5-6 целей, чтобы он взял, как в анкете, поставил флажки, да, и для себя определил. Возможно, на начальных этапах это тоже может иметь место. Но очень часто цель хороша, например, когда она именно изначально ориентирована на то, чтобы студент сопоставил вот на ладони, что называется, здесь и сейчас, то, что он знает, и то, что он не знает. Отсюда обязательно будет вектор в сторону преодоления незнания. Например, задайте там 5 вопросов к какому-то объекту, к высказыванию, выражению, и в этих вопросах попробуйте отразить свое незнание. Замечательное правило, которое заставляет думать, и просто как эту часть сложного задания учебного не выполнить. Представление темы в образном виде, трансформация одного вида мышления в другой вид мышления. Рефлексия, когда мы анализируем что-либо после уже совершенного действия, наши цели меняются. Кстати, первый семинар это тоже показал. Постановка вопросов самому себе, сравнение собственных вопросов в начале занятия и его в конце. То есть вот определенные вещи, которые позволяют нам, если мы вовлечены в деятельность, ее скорректировать. Мы начинаем, естественно, с цели. Вот пример организации целеполагания. Напишите письмо самому себе, отвечая на примерный перечень вопросов. К окончанию занятия то есть какие цели я ставлю, да, для того, чтобы как-то его вот пройти. В плане физического совершенствования, для интеллектуального развития, развивая свои способности я. Это опять-таки взято из материалов практик преподавателя. Приближая свою мечту, я должен в отношении с людьми, в работе над характером я буду стараться развить, избавиться, ну и многие другие вопросы. Способов задания целей может быть достаточно много. Каждый из нас, зная специфику предмета, аудитории, может этим воспользоваться. Вот целеполагание с помощью вопросов. Задайте не менее 5 вопросов в цитате. А дальше идет алгоритмичность. Прежде чем задать вопрос, необходимо отделить знание от незнания. Да? Запомните таблицу. В одном столбце укажите известные вам данные, в другом то, что вы не знаете. А после заполнения таблицы отразите с помощью 7-8 вопросов свое незнание. И ключи, которые могут являться определенным подспорьем. Например, что? Ключевой вопрос первой группы. Как? Почему? Ну, отражает определенную, скажем, методологию познания обычного, но об этом чуть позже. Фабрика ученических продуктов. После целеполагания, естественно, ключевым элементом организации проведения занятий является создание преподавателем так называемой эвристической образовательной ситуации. И этот цикл заключается в мотивации, проблематизации, лишний раз где-то заострить внимание на тех основных видах деятельности на занятиях, которые будут идти. Целеполагание я сказал в начале, как правило, оно в начале и выносится. Можно целеполагание сделать и внутри ситуации, ее расширить до объемов занятия. Личное решение проблемы, показать студенту, где оно может быть решено. Дальше демонстрация образовательных продуктов, когда есть пройденные 3 этапа технологические, завершающиеся обобщенным образовательным продуктом. Естественно, есть необходимость сравнить, что сделали одногруппники, как это видит преподаватель. То есть вот обязательный компонент – это такая групповая работа на занятии. Я уже говорил, что она имеет вполне под собой такие осязаемые, много раз научно доказанные вещи. Ну и рефлексия результата. Если так, более подробно, этап эвристической образовательной ситуации, она вот может быть представлена в таком виде. Образовательная напряженность, то есть задающая деятельность, спусковой крючок к эвристической деятельности, уточнение объекта, конкретизация задания, ну это уже такие дидактические штучки, что называется.
Ну и вот, например, демонстрация сравнения образовательной продукции студента. Вот есть очень хорошая фраза, что, скажем, представление индивида о том, как его оценивают другие, существенно влияет на его я-концепцию личности, называемую. Это Чарльз Кулли, 1902 год, теория зеркального отражения. Известная теория социализации личности. Если мы это переведем, спроецируем на конкретный пример учебной деятельности, то мы получим примерно такой вариант, что представление ученика о том, каков его образовательный продукт, зависит от того, как этот образовательный продукт оценивают другие его, скажем, одногруппники, однокурсники. То есть мы видим свой продукт глазами других людей. И вот в этом есть обобщенность самого продукта. Поэтому вот пример заданий. Выступите рецензентом любой понравившейся вам работы одногруппника. Приведите за и против высказанной точки зрения. Выступите организатором обсуждения полученных продуктов других учащихся. Для этого сформулируйте собственные проблемные вопросы, суждения. Вариативность может быть самой разной здесь, но смысл в том, что каждый из участников подобного процесса выступает в двух ролях: организатора обсуждений и участника обсуждений. Организатор обсуждения может выносить новые вопросы, формулировать новые темы, быть дирижером дискуссии, а участвовать — это отвечать на вопросы, задавать свои вопросы, то есть несколько иная роль. Как правило, в рамках занятия может быть оценена и роль организатора, и роль участника, если, например, занятие дискуссии, да, или занятие диалога.